Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю курс лекций, и этот раздел будет посвящен саунд-дизайну и оркестровке. Лекция называется «Реальная и виртуальная оркестровка для симфонического оркестра» или «Современная инструментовка». Прежде чем начать оркестровать, заниматься саунд-дизайном или оформлением спектаклей и видеоконтента, необходимо понять язык современного академического искусства, который является основой всего музыкального искусства мира. Для понимания академической музыки крайне необходимо выучить язык этого искусства, его клише, штампы, которые сформировались в европейском искусстве на протяжении многих лет. Они являются буквами или орфографией музыкального языка, как реального, так и виртуального симфонического оркестра. Мыслители древних цивилизаций знали о мощном воздействии музыкальных инструментов на психику и настроение людей. Барабаны и другие музыкальные инструменты, прежде всего ударные, будили агрессивность, воинственность. Шаманы лечили людей, используя ударные инструменты, используя внутренние ресурсы человека. Звуки труб и рогов животных вызывали чувство торжества или религиозного восторга и использовались для прославления и поклонения лидеру. Сам тембр инструмента, даже без связи с высотой, интонацией, способен был воздействовать на психику человека. Тембр струнных инструментов, например, лиры, кифары, кеманчи, скрипки, вызывает чувство любви, умиротворения, наслаждения или комфорта. Поэтому любовные романсы издревле исполнялись под аккомпанемент струнных инструментов. Во время отдыха струнные инструменты украшали дома богатых людей. Деревянные духовые инструменты имеют более разнообразные характеристики. Например, флейты и курай вызывают чувство полета. Их природа – это движение ветра. Они вдохновляют, передают ощущение открытого воздуха, иногда используются как гипнотическое оружие для заклинания змей или злых духов или в лечебных целях. Предшественники гобоя, авласы, обычно вызывали пасторальное настроение, единение с природой, покой и слияние с лугами, полями. Их часто использовали пастухи, они управляли стадами животных, и за ними закрепилась восточная ориентальная характеристика. Гобой, и особенно английский рожок, передает томную восточную экзотическую атмосферу. Кларнет. Самый молодой из духовых инструментов – это кот, в кавычках, приспособленец. Легко подстраивается под любые тембровые комплексы, он является альтом деревянных духовых инструментов и связующим звеном между другими группами. С ним связаны мистические ощущения, конспирология, потусторонние силы и элементы вуду, джаза. Это многосторонний тембр, до конца не изученный. Последний – это фагот. Это инструмент деревянный духовой. Группа является самым мягким басом среди других басов симфонического оркестра. Обычно это образ юмористический, неуклюжий. Это может быть дедушка, а может быть хрипун-удавленник фагот. Но иногда он используется по тому же принципу, что и гобой, с восточно-ориентальной спецификой и является одним из ярких, но часто незаменимых тембров красок оркестра. Непонимание всей этой исторической специфики приводит к значительным ошибкам в работе многих саунд-дизайнеров и диджеев-рэперов, которые создают тембровые комплексы без определенной вменяемости. Абстрактное электронное звучание, которое они берут друг у друга, как слепые. Но, может быть, рождается новый язык тембров, принципиально оторванный от исторически сложившейся мировой цивилизации. Как обычно, незнание языка рождает новые примитивные способы общения, например, язык жестов или тюремный сленг. Поэтому вопрос современной развлекательной или молодежной музыки
в тембровом отношении он остается открытым. Ученые, музыканты и композиторы заметили, что объединение инструментов в группы усиливает силу их воздействия на человека, а также добавляет яркость, экспрессивность, громкость, динамику. В электронном варианте это эффект хорус. Особенно в струнных смычковых группах и у медных духовых инструментов это проявляется особенно ярко. У медных это усиливает количество инструментов, усиливает громкость, усиливает мощность тембра. То есть 4 трубы, 5 труб – это значительная мощь оркестра. Поэтому и используются медные инструменты в деревянных, в военных оркестрах. Появляются оркестры в городах-государствах, в центрах цивилизаций, где постепенно сформировались 3 основных вида оркестра. Первая группа – это ритуальные оркестры, самые ранние, которые существовали в храмах, в религиозных обителях. Они усиливали религиозные чувства верующих и помогали достучаться до небес. То есть помогали связаться с Богом, с высшим разумом, чтобы тот исполнил их желания, их мольбы. Параллельно существовала дополнительная группа – это оркестры народных инструментов. Обычно в небольших национальных образованиях, в маленьких городках существовала своя форма досуга с использованием характерных для этой местности музыкальных инструментов. Так появились оркестры русских народных инструментов в Новгороде, оркестр башкирских народных инструментов, казахских. И так существуют народные инструменты во всех городах, в древних цивилизациях, и они до сих пор востребованы, функционируют и обладают вот таким ярким национальным своеобразием. Но существует вторая группа – это военные оркестры. Они, в общем-то, во всем современном мире приблизительно похожи. Первоначально они вдохновляли на битву, вселяют веру, также усиливают агрессию и воинственность. Эти оркестры в разные эпохи состояли в основном из мощных духовых инструментов и ударных. А с появлением медных инструментов и их разнообразием появились военные духовые оркестры, которые существуют в усовершенствованном виде и в наше время. Они присутствуют в оркестрах пожарников, оркестрах военных и так далее. Ну и третья группа – это развлекательные светские оркестры. Это оркестры, которые существовали первоначально в дворцах у богатых людей, князей, королей, императоров, для повышения престижа императора или эмира. В этой третьей группе постепенно формировался и создавался современный симфонический оркестр, о котором мы будем говорить. Безусловно, он появился не сразу. В его основе достижения многих оркестров древних цивилизаций. Оркестры были и у шумеро-вавилонян, и в двуречии, и в Древнем Китае, и в Мохенджо-Даро, и в Индии, и даже у фараонов Египта. Они выполняли различные функции, включая религиозные функции, военные. Длительное время наличие оркестра говорило о государственности, о престиже власти. Позднее оркестры были объединены с театром. И только наличие оперного театра говорило о благосостоянии государства, о размере его территории или республики. И любое территориальное образование, стремясь к самостоятельности, создавало свой оркестр, свой театр,
Так появились оркестры и оперные театры во всех крупных городах Европы, а также в России, во всем мире. И у нас в Башкирии есть, в Республике Башкортостан есть оперный театр и свой национальный симфонический оркестр. О симфоническом оркестре достаточно много написано в европейской литературе. Огромное количество учебников существует, вы можете их почитать, а вот об оркестрах восточных правителей и тем более древних стран очень мало материала. И в следующих лекциях я расскажу о этих малоизученных и очень интересных структурных образованиях. Структуры инструментов, состав оркестров предстоит еще изучить и сделать сложную классификацию. Хотя этим сейчас занимаются и китайские ученые-музыканты, и индийские, и иракские, и египетские. То есть государства, имеющие достаточно средств и имеющие свою стабильность, создают оркестры, изучают их и утверждают древность своей культуры. Важную роль в систематизации инструментов, в формировании современного симфонического оркестра сыграла современная европейская цивилизация. Именно она собрала и усовершенствовала многие существующие инструменты со всего мира, включая инструменты восточные или которые родились на Древнем Востоке, усовершенствовала их и приспособила к своему европейскому симфоническому оркестру. Современный состав и количество инструментов непрерывно в Европе менялись, и к 1784 году оркестр достиг 525 человек. Это было знаменитое исполнение Мессии Георга Фридриха Генделя в Лондоне. И позднее были количественные всплески. Например, гигантские пятерные оркестры в творчестве Рихарда Вагнера, Густава Малера и других европейских композиторов. Структура симфонического оркестра достаточно проста. Она делится на три основные группы. Это струнные инструменты, духовые инструменты и ударные. В свою очередь, духовые инструменты делятся на две подгруппы. Это деревянные духовые и медные духовые. А ударные инструменты делятся на ударные с определенной высотой и ударные без определенной высоты. В партитуре они располагаются в определенном порядке. Внизу, как основа, расположена струнная группа. Это первые и вторые скрипки. Дальше альты, виолончели, контрабасы. Всего 5 подгрупп. Далее идут сверху партитуры деревянные духовые инструменты. Первоначально это подгруппы деревянных духовых семейства флейт, семейство гобоев, дальше семейство кларнетов и фаготы. В середине партитуры расположены медные духовые инструменты. Сверху вниз это группа валторн, далее трубы, тромбоны, к ним примыкают ударные инструменты. Они очень связаны с инструментами медной группы, очень часто вступают совместно. В начале расположены литавры, как основа всей ударной группы. Они являются инструментами условно определенной высоты. Дальше расположены инструменты без определенной высоты и завершают группу инструменты колористические, инструменты с определенной высотой сверху, и по порядку они расположены по размеру, по объему и по количеству октав. Как я уже сказал, расположена внизу основа симфонического оркестра и всей партитуры – это струнная группа. Каждая группа выполняет определенную эмоциональную роль. Группа – это краски, которыми пишет композитор или оркестровщик. Струнная группа ответственна за чувства, переживания героя. Деревянная обрисовывает ситуацию, то есть связь с природой, месторасположением героя, поле, лес, горы. Медные духовые – это агрессивное начало или торжественное начало.
Все в соответствии с возможностями тембров каждой группы. Тембры – это язык симфонического оркестра. Но неподготовленный слушатель остается в неведении. И как человек, не умеющий читать и писать образы в своем сознании, он не понимает симфоническую серьезную музыку. И моя задача объяснить некоторые основы, буквы этого языка, что очень поможет как профессионалам, которые занимаются иногда виртуальной оркестровкой, так и любителям музыки. Но не только тембр является языком музыкального искусства и вызывает определенные чувства. В большей степени тональность, строй инструментов, который постепенно сформировался, и появилось понятие цветной или абсолютный слух. Когда был задан стандарт оркестра 440 Гц для тона ля, появилась равномерная темперация, и она помогла музыкантам привыкнуть к имеющимся на сегодняшний день тональностям. Тональности также стали вызывать чувства, эмоции, а порой даже появляется связь опорного тона с определенным цветом. Это синестезия, синтез взаимовлияния и взаимоощущений. Он встречается у многих людей, но люди обычно даже не предполагают таких своих талантов, если они не занимаются музыкальным искусством. Предпочтительно или предположительно эти ощущения достаточно субъективные. Некоторые музыканты, композиторы обладают цветным слухом, но их ощущения не всегда совпадают друг с другом. Интересные высказывания на эту тему есть у Александра Николаевича Скрябина, у Николая Андреевича Римского-Корского, и есть высказывания у Миколоуса Чурлениса. В своих сонатах, фугах, в живописи и в пейзажах в фортепианном творчестве он показывает связь цвета, то есть картин, живописи и музыки, музыкальных тонов. Другие композиторы также обладают подобными способностями, но не фиксируя внимание на этом. Но многие ученые, например, Асафьев или Ньютон, составили целые трактаты и написали труды на эту тему. Мои собственные ощущения основаны на изучении и собственных представлениях. У меня присутствуют элементы цветного зрения. Они отражены, допустим, в моем творчестве, это в 12 богателях. И наиболее близки со шкалой цвета Александра Николаевича Скрябина. Так, тон С – это до мажор, это красная яркая тональность. Обычно при оркестровке логичнее было бы использовать этот тон для описания судьбы, революций, ярких кровавых эпизодов, героических столкновений и так далее. Второй опорный тон – это соль. Соль – это оранжевый цвет. И связан с ним немножко радужное, неадекватное, розовое, веселое состояние, детская впечатлительность, оранжевое небо, море. Существует много ассоциаций в различных областях живописи и искусства. Тональность D, ре минор, это желтый цвет, но в зависимости от тона ре минор это очень темный, такой злобный цвет. А если это мажор, ре мажор, то это яркий, солнечный, желтый цвет. Соответствует чувствам жадности, мести, измены или чувства золота, обогащения. Может объединяться с тембром, допустим, хитрого кота, кларнета, ин-бэ. И так далее. По квинтовому кругу синхронно все цвета
и тоны совпадают. Следующий по цветовому кругу есть тон фа диез, фис. Он будет фиолетовым. А ре бемоль дес – это темно-синий, глубокий, как море. Если это минор, то это бушующее, темное, почти черное море. А если это мажор, то это море более светлое, но очень-очень бесконечное, как космос. В сочетании с тембром валторна мы получаем бескрайний простор океана. Хотя в тональности ля мажор, то есть А-дур, это будет уже лесной рок, бескрайние леса, зеленая крона деревьев, потому что ля-дур это зеленый цвет в зависимости от оттенков. В миноре это очень темный, тенистый цвет, а в мажоре это очень ярко-зеленый цвет. Это охота на диких зверей, соответственно, рок, с которым охотились, соответствует валторне. Все эти ассоциативные ряды возникают только у профессионально подготовленных и тонко чувствующих музыкантов. Исторически эти ощущения менялись. Например, для Йозефа Гайдна ре мажор – это военная тональность. Это агрессивная. А для Бетховена ре минор – это боль, тоска. Для Римского-Корсакова, наоборот, ярко-желтый цвет, сказочный. Хотя присутствуют и вышеперечисленные ассоциации. Свои ощущения есть у Миколоиса Чурлиониса. Он не высказывал их теоретически, но передал их в картинах. А у Александра Николаевича Скрябина желтый цвет – это цвет экстаза, ре минор. Очень часто у многих музыкантов это ария мести, ария измены, так что абсолютное совпадение. Во всех эпохах и даже в 21 веке многие музыканты чувствуют точно так же. Так что элементы совпадения существуют, и в современном мире ощущение очень часто связано с точностью настройки и темперации, с высокими технологиями, которые пытаются компьютерным анализом найти связь между цветовыми характеристиками и частотой тона звука. Сегодня появляется определенная точность. Этому помогают компьютеры. Я производил статистический анализ, обрабатывал мнение и информацию о тональностях. И базируется она на ощущениях многих современных музыкантов. Так что думаю, что в данной лекции я высказываю мнение большинства композиторов. Так, например, си бемоль минор – это си бемоль бемоль. Это мрачная трагическая тональность. Это реквием Моцарта, похоронные марши. Это момент совпадает, особенно у современных музыкантов, которые описывают трагические, тяжелые или такие вот загробные события. Так что всеобщее совпадение и у музыкантов эпохи барокко, и у современных композиторов почти 500 лет совпадений – это не случайность. Есть разница между диезными тональностями и бемольными тональностями. Бемольные тональности больше 4 знаков не имеют четко закрепленных ассоциативных связей у венских классиков, так как тогда еще ощущалось отсутствие равномерной темперации, присутствовал натуральный строй, и окончательно не сформировалась вот точность цвета, точность 440 Гц, тон А. И только у поздних классиков и у романтиков произошли уже уточнения цветовых характеристик и принадлежность тональности и цвета. В цветовой шкале цвета выше фиолетового, то есть фа диеза, это спектр блестящих, сказочных тональностей ультрафиолетового раздела. Это ля бемоль, ре бемоль,
фантастически сказочные ультрафиолетовые тона. И только русские классики Римский-Корсаков привели эту систему ассоциаций к определенной последовательности. Александр Николаевич Скрябин завершил ассоциативный ряд, и у него ля бемоль ас – это 415,3 Гц пурпурно-фиолетовый, явно ультрафиолетовый спектр. А ре бемоль, то есть дес, это 277,18 Гц темно-фиолетовый. Это ночное море или космос. Ну вот наблюдается абсолютное совпадение с современными ощущениями современных музыкантов. Возвращающий нас, но этот тон дес или ре бемоль нас возвращает к видимому спектру. Мы были вне видимом, ультрафиолетовом. Видимый спектр – это уже фа. Иногда этот цвет, тонко чувствующий, прошу прощения, следующий, так условно видимый цвет, это я пропустил тон, который является тоном черного цвета. Это значит, вот ре бемоль черный цвет. Это полное отсутствие цвета, а значит цветом не является. И наоборот, белый цвет – это сумма всех цветов, как тути оркестра, объединяющая все тембры и тональности. Необходимо сделать эту ремарку. После ре бемоля по квинтовому кругу идет ля бемоль. Это пурпурно-фиолетовый, как я уже сказал. Этот цвет имеет темно-красный оттенок. Хотя в ультрафиолетовом спектре это ощущение не только автора лекции, оно совпадает со многими русскими классиками. Ультрафиолетовая область невидима для человеческого глаза. Функционирует она так же, как видимый спектр радуги. Здесь есть свой ультракрасный, ультракрасный, ультражелтый или ультрафиолетовые оттенки. Надо понимать, что это высказывание к физике не имеет прямого отношения. Это скорее область науки психологии восприятия. Далее по квинтовому кругу появляются ми бемоль, ес, 311,13 Гц. У большинства композиторов это стальной металл и блеск, как у Скрябина, или темно-серый, синеватый, как у Римского-Корсакова. Это цвет такой камни, грады. Это еще и изящный джазовый цвет у некоторых американских композиторов, например, Джорджа Гершвина. Связан с раскованностью, с импровизационностью, свободой и с депрессией. То есть это одиночество, блюз. Замыкает цветовой круг си бемоль. Это очень темная тональность, бемоль, 311,13 Гц. Это тональность загробная. Это действительно полное отсутствие света. Хотя абсолютно черного цвета не существует, фотоны присутствуют везде, всегда. Но в таком количестве, что человеческое зрение их не ощущает. И ощущает как абсолютную черноту, абсолютную пустоту. И принято считать, что это черный цвет. Но черный цвет – это еще и алые угли ада. Это еще и траурный цвет смерти. И с этого момента начинается новый круг. То есть от си бемоля мы идем к просветлению. К фа. Круг замыкается и возвращается фа мажор. F это 349,23 Гц. Это возвращение, просветление. Это снова светло-розовый цвет, расцвет, рождение новой жизни.
это обновление. Смерть всегда порождает новую жизнь. И которая плавно, не успела жизнь родиться, она зреет и переходит в энергию, в до мажор. С это 261 и 63 Герца. Красный цвет – это гнев. Человек недоволен. Это высший разум. Здесь квинтовый круг и цветовой круг замыкаются. Мы начали с С и закончили С красным цветом. Возможно, это субъективное ощущение и стремление интеллекта упорядочить окружающий мир звуков и цветов. Но психологические тесты подтверждают эту шкалу, и она может быть очень полезной для начинающих оркестровщиков, саунд-дизайнеров, для того, чтобы понимать, какую тональность выбрать при оркестровке, какой тембр использовать. Я думаю, что это будет полезная информация, но не только два компонента, а еще лад играет важную роль. Например, минор, фригийский – это более светлые оттенки цвета. Мажор и миксоидийский – это более светлые оттенки, а минор и фригийский – это более темные оттенки одного и того же цвета. Важна в физике насыщенность, концентрация цвета и отсутствие примесей, чтобы точно передать ощущение лада. Ладов много. Это фригийский, дарийский, лидийский, миксолидийский, гипофригийский и разнообразные лады. Здесь еще следует изучить связь ладов с ощущениями человека, хотя огромное количество трактатов по ладам написано на латыни. Тембр и тональность – это два важнейших элемента в палитре композитора и оркестровщика. Но существует и третий важнейший элемент. Это особые приемы игры на каждом инструменте. Его технические возможности, которые помогают передать образы, мысли человека и являются также краской в руках композитора. Особые приемы игры – это разнообразность звукоподражания, нетрадиционные способы исполнения. Это щелчки по деке, допустим, колени, апундадарка и различные приемы, очень часто напоминающие бытовые шумы или пение птиц, например, возможны фрулята на деревянных духовых инструментах, падиклионные арии и прочие и интересные явления. Полную шкалу ассоциаций, цвета, тональности, религиозных убеждений, чувств, тембров и особых приемов игры вы можете посмотреть в приложении, о котором я буду говорить в последующих лекциях. В данном случае я сейчас покажу немножечко приложение, как оно выглядит. Оно может быть весьма полезным. И теперь я перейду к следующему разделу, который я буду говорить в следующей лекции. А сейчас анонс. Разговор о струнной группе. Она является основой оркестра и возглавляет ее королева оркестра скрипка. С ней ассоциируется красота и скромное величие. Соло скрипки – это восточные императрицы, Шахерезада, другие красавицы. На скрипке возможны разнообразные приемы, она удивительно эмоциональна. Существует определенный порядок изучения каждой группы и каждой инструмента. Например, струнная группа изучается по следующему принципу. Первое – это история создания инструмента, дальше строй, технические возможности инструмента, двойные ноты и аккорды, а дальше особые приемы игры на скрипке и соло. Разнообразные соло я буду рассказывать о разнообразных соло в следующих лекциях. Дальше идет изучение альта, его истории создания, звукового объема, регистрах, технических возможностях и особых приемах и так далее. История виолончели
замыкает группу контрабас. И я обычно рассказываю о функциях контрабаса в оркестре. Это фундамент. Особых приемах игры, о значениях пицциката, особенно в развлекательной музыке, в джазовой музыке. Дальше обычно разговор идет об общих характеристиках и особых свойствах струнной группы и смычковых инструментов в целом. Здесь я рассказываю о книге Михаила Ивановича Глинки «Заметки по инструментовке», которую он написал в 1954 году. Разбирается здесь мелодия в оркестровке, приемы выделения мелодической линии, удвоение дублировки, а также бас в оркестровке. Вертикальное сложение оркестровой ткани и основные оркестровые функции – это следующий раздел, о котором я буду говорить. Я также буду рассказывать о характеристиках и ансамблевых свойствах всех трех групп. Прежде всего деревянной духовой группы и медной духовой группы. О трактате Гектора Берлиоза знаменитом и прочих интересных вещах. А на этом лекция заканчивается. Ссылку на лекцию вы сможете посмотреть в конце. Также вы сможете найти, значит, ссылку на следующие лекции и приобрести полный курс лекций по оркестровке, полный курс по лекции по саунд-дизайну, по полифонии, по истории искусства, все, что пожелаете. Но это коммерческий проект. За определенную цену можно купить эти курсы, значит, вот по ссылке. На сегодня я заканчиваю. Всем счастья, здоровья, успехов. До следующих встреч.